вот эта книга, большая книга. Это типа антологическая книга, то есть описание предметов, которые хранятся в Гунском музее под Кёльном. Гунский музей есть под Кёльном, там адрес есть. Вот он, вот музей есть. Вот они мне специально прислали, как гунологу через германское посольство они мне прислали. Он хранится, вот она, вот адреса. Есть адреса. И что они, смотрите, то, что они сразу, кыргызов говорят, настоящие потомки гуннов, вот кыргызы, сразу дают нашу фотографию. В немецкой книге о гуннах на первой фотографии на развороте кыргыз с беркутом на лошади в традиционном тебетее. И дается подпись. Кыргызы прямые потомки гуннов. Ребят, это не мы говорим, это говорят немцы, поэтому всякие разговоры о том, что якобы это все вымышленно и выверено, это неправда. Это подтверждается немецкими учеными и составителями таких больших книг об Аттиле. Так, давайте продолжим. Вы хотели рассказать, что про музеи у нас речь зашла. Вот смотрите, вот это антология всех музеев, которые, всех вещей, которые хранятся там. Ну, я просто обобщенное описание дам. То, что вот это мы показали, Маску да? показали, Маску да. показали. Там очень много вещей. Специально можно пойти посмотреть наши музеи. Наш музей. Наш музей, вот наш кыргызский музей. Национальный, да? Да. И пройти, и если в Германии оказаться, наш музей сфотографировать и там посмотреть. Там посмотреть. То же самое. Поэтому Чингиз Айтматов, наш великий писатель, наш великий умнейший человек Чингиз Айтматов, он сказал, надо исследовать, все одинаково. Все одинаково. Он сказал, исследовать надо. Аттилу надо выдвигать. Аттилу надо перед своим народом в истинном свете выставлять. Аттилу. В истинном свете. Надо выставлять. И вот то, что я разделил на 4 вещи. Вот эти все описания. То есть германские описания музея. Там есть музей гунологии в Германии. В Будапеште есть музей гунологии. Потом разделы гунологии есть в Австрии, в Риме, во Франции. Разделы небольшие гунологии. Гунские вещи хранятся. У нас есть в нашем славянском университете музей есть, там тоже гунские эти хранятся. Вот я думаю, если можно будет, мы могли бы гунские, там кувшины, такие всякие эти, могли бы повести и показать в Европе тоже, что это наше. То есть те артефакты, которые находятся археологами и относятся к периоду гуннов, они полностью являются похожими с теми же предметами, которые найдены кыргызами, хранятся в кыргызских университетах как кыргызское наследие. То есть это полная идентичность археологических находок. Даже состав одинаковый. Как будто в одной мастерской произвели. Понимаете? И поэтому Чингис наш великий, наш Айтматов, наш великий ага, наш старший брат мой, так можно сказать, он нам всем, тебя отец, мне по возрасту, он как старший брат, ага, он великий человек, он дал нам, как вот смотрите, ребята. Направил, да? Направил нас, смотрите, ребята. И вот смотрите, что там можно сказать. Вот воинские все снаряжения, сабли, щиты, стрелы, луки, которые там хранятся, и которые у нас хранятся, идентичные. Воинские, идентичные. Кроме того, всякие женские украшения, чачтык на волосы, белерик на руки, на шею вешают эти украшения. Вот эти все женские вещи, они из серебра, из золота. Из золота, конечно, разворовали все, а серебра еще остались. И у нас, а там в Европе есть и золото. То есть они тоже все идентичные. Вот женские украшения. Убранство лошадей. Уздечки, как его всякие. Сбруя, седла, вытягивание, стремена. Все, что здесь, что там одинаково. Особенно седла. Седла же хранятся долго. Они одинаковые. А воинские седла военные, они не такие красивые, громадные. Они упрощенные для воина, для солдата, чтобы который было удобно воевать. Стоит отметить, что ведь седло
как таковой. И впервые лошадь была оседлана на территории Алтая, и затем вот они оказались на границах с Римской империей, и седла давали же колоссальное преимущество гунским воинам, то есть это позволило захватить вот эти большие территории, а римляне в то время, я как помню, не пользовались седлами, они в большей степени просто обыкновенно Да, мягким да, да, этим. да, да. Но у них и конницы как таковой не было. У них конница была вспомогательное войско. А у Аттилы и у гунов это была основная ударная сила, да, Основное войско. конная. И как его, кроме того, есть основной момент, надо сказать. Гунны начали еще с Алтая железо умели делать, плавить. Очень. И, и не только стремена, конские эти как, подковы делали. Подковы. То есть подковы делали, в то время как Европа подков не знала, хотя у них уже были мостовые вымощенные, а они подков не знали. Мы подковы делали. Они стремен не знали. Но у них было пешее войско вооружено мощно. А с конями они очень не возились. Ну, там маленькие территории, зачем им кони? И подковы были. Вот это не надо забывать. Подковы были. Подковы. А это позволяет, подковы – это долговечность коня, как хорошая шина на резине зимняя. Это долговечность коня. Он может по камням, по этим, не только по мягкой земле ходит конь. То есть за это, как его, о конях очень заботились. Кроме того, гунны их раз завели, речь о конях. Каждый гун был, сейчас по-русски говорят, двуконь, то есть двумя конями ходил. Каждый гун ходил с двумя конями. Чередовал, да, получается? Не столько чередовал, а он боевой конь. У него шел сзади боевой конь, которым идет в бой, которому он верит, который обучен. То есть, и на него он грузил всякие припасы. Он его как грузовой использовал. Но когда бой начинался, он перегружал на этот, и с боевым конем шел уже вперед. На боевом коне, 2 коня. А когда долгий переход, он чередовал. Но они переходы делали как гуны. Один конский переход – это 25 километров. В день при ускоренном марше, когда сильно торопится, 3 конских перехода делали, 75 километров. А так обычно делали 50. То есть 500 километров они проходили за 10 дней. Но это быстро. Это быстро. И это не спеша. 500 километров, 50 километров в день. 25 километров – это один конский переход. И вот теперь дальше, смотрите, о конях. Это дальше. Домашние принадлежности. Все. Вот эти дятлчак, ручные мельницы, кумганы, кувшины, вот эти чалапчин, как они называют по-русски, корыца, и всякие эти чаши железные. Все они, что здесь, что там, совпадают. Все. То есть 4 вещи совпадают. Военное снаряжение, военное оружие и снаряжение, то есть женские украшения, потом конские снаряжение и домашняя утварь. Все совпадает. То есть что здесь, что там. Кыргызское и гунское одинаково, да? Да. Когда гунны пришли, они первым делом победили остготов. Гунны выставили против них 8 туменов. 8 туменов. Победили остготов. Остготы к ним присоединились. Потому что гунны имели такую способность. Побежденных делали друзьями. Они понимали, что их мало, что если надо идти вперед, надо, чтобы их было больше, то есть, чтобы собирать, больше войска. И они делали друзьями. Победили остготов. Остготы к ним присоединились. Это был 371 год. В 376 году они победили вестготов. Но когда вестготов побеждали, они остготов не взяли. Чтобы те все-таки одной крови. А остготы и вестготы имели 2 мощных государства там. 2 мощных государства. Они были среди всех германских народов самыми такими цивилизованными. У них была письменность. Они перевели на готский язык Библию. И у них было 2 мощных государства. Где-то в каждом государстве жило по 1,5–2 миллиона человек. Это по тем временам, когда вся Европа 30 миллионов человек была, в 2 готских государствах где-то было 3 миллиона человек. 10-я часть Европы в 2 готских государствах жила. Одно готское государство кончалось на Днепре, и на Крым, там была готская, там основная ставка была. И когда Гитлер взял Крым, он ее назвал Готланд, потому что они знали, что это их земля. И второе готское государство было вестготов, уже
за Днепром, Западная Украина, Молдавия, Румыния, Болгария. Там было второе готское государство. Второе готское государство они как сделали? Они его до конца не смогли победить, и бежали от них. То есть битву бросили, не довоевали, сегодня битва началась, они бросили и бежали. То есть они начали проигрывать уже в этот год и бежали. Одна часть, половина во главе с королем Атнарихом, конунг назывался, бежала под защиту Римской империи, с которым они вчера еще воевали, просясь у них на границу на работу в качестве пограничников, бежали туда под защиту. А другая часть бежала во главе с этим, как его, Херцога. Херцога сейчас мы называем герцог. А это от слова хер по-немецки, войско, сога – вести. Хер – предводитель войска. Это герцог, герцог сегодня. Второй человек после короля был. И он с Фритегером, с ними и половина народа, 20 тысяч воинов, они бежали в верховье Днестра. Верховье – это там север, Карпат. Оттуда течет на юг Днестр. Верховье Днестра. А там жили славянские племена Рассинов, Русичей, Кривичей, Антов, Венедов. Они их начали заставлять. Говорят, собирайтесь, 30 тысяч человек соберите, у нас 20 есть, будем с гуннами воевать. Те сказали, а мы их не знаем, воевать с ними мы не хотим. А наоборот, вы нам больше зла сделали, чем эти гунны, которых мы никогда не видели. Вы у нас приходите, воруете, у нас грабите, в рабство уводите, мед у нас отбираете, деготь отбираете, меха отбираете, а на нас дань накладываете, мы с вами не хотим быть. И отказались. Тогда они что сделали? Они 70 знатных славянских старейшин повесили на деревьях. А повесить на деревьях во все времена – это самая позорная казнь. Поэтому нацистских преступников вешали. Не расстреливали, вешали. Самая позорная казнь. Они повесили их. 70 знатных славянских. И славяне послали сразу за гуннами. И пришел с 2 туменами, пришел гунский Тумен-баши, предводитель крымского тумена. Его звали Агап. Агап – это чисто белый, апапахтенсус. Чисто белый Агап его звали. Поэтому сегодня в славянских именах очень много Агапов. И он пришел, и вестготы как начали видеть, что гунны подходят, и славяне объединяются, они бежали. Снова на север бежали. На север добежали до Балтийского моря, оттуда ушли к северному. Бежали. То есть и тогда, славяне присоединились добровольно к гуннам, вошли в их состав. Это не я говорю, это говорит Карамзин, официальный историк Российской империи. 14 томов написал, вот он здесь пишет. Гунны, вот все пишет он. Вот все вот это полкниги об этом, как гунны спасли славян от порабощения. Вот он, вот эта книга, Карамзин, 14-томник написал. Официальный историк Российской империи. Вот он. И про Атилу здесь пишет, и все он пишет. То есть гунны оказали критически важный момент помощи славянам, также решили войти в состав гунской армии. И потом славяне были до конца в гунской, так как и готы, они были верными союзниками, были вместе с гуннами до конца. И вот что я говорю, почему я это все рассказываю. А потому что когда после ряда великих побед гунны где-то за 140-150 лет в Европе провели 40 походов. То есть где-то один поход 4 года. 4 года – это то время, когда скот подрастает, зилка становится уже, унан становится уже нормальным боевым конем, когда 12-летние, 13-летние парни становятся мужчинами, когда все уже готово для войны, когда запасы крута, сушеного мяса, сушеное мясо и сарамсак, сушеный чеснок. Это было основное питание гунского воина, который он с собой брал. Крут, сушеное мясо и сарамсак. А в русском языке черемша добавляет она. Черемша – это сарамсак, без ничего, сарамсак. Они брали с собой, как в качестве основного питания. И один воин выставлялся от 2 юрт, от 10 человек. Если
10 тысяч воинов, это вот Тумен, значит, 100 тысяч было людей в кыргызском племени. А если 80 тысяч воинов, гуннов, то это было где-то 800 тысяч, ну, около миллиона людей среди гуннов. Было около миллиона готов и около полумиллиона, чуть больше, 600 тысяч славян. То есть 2500, около 3000 была гунская империя, составная часть. А вся остальная Европа была 30 тысяч, 30 миллионов. 30 миллионов. А там было 3 миллиона от силы. И вот почему я говорю, когда Римская империя, то есть Римская империя, они победили и ту, обе империи платили им дань, обе империи платили дань. Они одну победили на Балканах в 1947 году, другую в 447 году, другую в 451 году победили в Италии. И в Галлии тоже была битва, но там она окончилась ничего, потому что Аттила решил пожалеть Аэция, которым когда-то они в детстве вместе. Последний великий воин Западной Римской империи. Да, решил пожалеть Аэция. А с Аэцием, почему он его решил пожалеть, Аэций его когда-то спас. В юности, когда он на Аттилу набросился кабан, уже готов был убить, Аэций, 17-летний парень, кинул этот пилум, дротик и убил кабана. И Аттила это помнил. Он не стал добивать его. И отпустил его смерть. Только сказал, на следующий год я приду, ты ко мне на пути не стой. Аэций больше не стоял на пути у него. В следующий год он взял Рим. Не взял, он окружил Рим, дань взял с Рима. Как вот мы обсуждали ранее с многими нашими гостями, советская идеология, вначале Российская империя, затем и Советский Союз, они как бы уничтожили кыргызскую историю, и сейчас мы восстанавливаем историческую, скажем так, справедливость, вот эти белые пятна, которые остались неизвестными. И вот Аттила является одним из таких героев кыргызских, да. Вот во многих, точнее, у многих людей Аттила ассоциируется с каким-то таким диким воином, который вот там на лошади скакал, захватил, такой, как вот прозвали в европейских книгах, да, бич Божий, и он максимально демонизировался в европейских источниках, да, и как бы этот образ передавался там в 90-е годы с приходом телевидения, массовых этих и суда. Но после вашего рассказа мы понимаем, что это был очень образованный человек, который говорил на нескольких языках, у которого были большие представления о географии, о философии, об ораторском деле, потому что он обучался в гимназии, плюс он около 7 лет пробыл в Римской империи, где дослужился до полковника. При этом он заслужил статус хана вначале в своей как бы области, по материнской линии, затем уже всей Гунской империи. Уже складывается совершенно другой образ человека. Какие, по-вашему, главные стереотипы об Аттиле мы должны убрать для того, чтобы пред нами предстала истинная фигура этого великого человека? Убрать надо то, что, вот смотрите, убрать надо со всего гунского племени, народа, что это дикие, жестокие и такие люди. Вот смотрите, вандалы вторглись в Рим в 500 каком-то году, по-моему, в 14 году, после Аттилы, они вторглись в Рим, вандалы. Кстати, Гейзериха, короля вандалов, Аттила знал, они вместе с ним были аманатами в Риме. Он знал лично, он был его ровесник. После Аттилы Гейзерих был этим, даже союзником Аттилы. Он ему никогда против не выступал, он Аттилу уважал, Гейзерих, король вандалов. Вандалы вторглись, и король Гейзерих, который тоже служил в римской армии, но он не дослужился до тех высот, которые Аттила дослужился. Он там всего лишь ушел центурионом. Центурион – это как это старший лейтенант. Он ушел в таком звании. Аттила до полковника дослужился. И вандалы, они когда взяли Рим, они взяли Рим. Они не стали там выкуп брать. Они просто взяли Рим. И он дал приказ: 2 недели, что хотите, то и делайте. Туда вторглись 40 тысяч солдат, вандалов. 40 тысяч. И еще 60 тысяч окружили Рим, чтобы никто не помогал им. Никому. И они там занимались убийствами, грабежами, насилованием, пьянством. Что хотели, то и делали. 2 недели. Оттуда слово вандализм пошло. Слова гунизм нету. Наоборот. Вот у меня в германских этих гуннов почитают.
Гуннов почитает германских. Хотя я вам расскажу сейчас даже легенды. Давайте. Гуннов почитает очень, Гуннов уважает, очень почитает. А слово германцы сами вандализм говорят. Вандалы тоже германцы, они их терпеть не могут. До сих пор терпеть. Потому что 14 дней они, вот вандализм, это беспричинная жестокость. Ну, пьяные, напиваются и грабят, убивают, сжигают, животы вспаривают, беременным женщинам, голову отрезают, насилуют, водку пьют, там шашлыки, как мы сказали, сейчас жарят. Что только не делали. 14 дней в Риме был вандализм. Вот. Вот вандализм оттуда вошло. А гунизм слова нету. Мгм. Нету. Если было бы, они такое сделали, конечно, придумали бы. Нету этого слова. Наоборот, гуннов почитали, уважали. Сейчас, почему я говорю, уважали, сейчас скажу, когда Римская империя распалась. И гунны ушли назад. Гунны победили Римскую империю. Она не сколько распалась, сколько гунны помогли ей распасться. И ту империю, и эту распад. И, то есть гунны в сущности прекратили рабовладельческий строй. Прекратили. Энгельс сказал, гунны вдохнули в Европу свежую кровь. В сочинениях у Энгельса есть. Свежую кровь вдохнули в Европу. То есть и после гуннов, уже когда гунны ушли, рабовладельческий строй распался. У гуннов не было рабовладения. У них было рабовладение типа мягкое. Ты у меня живи, почти, вот пойдем в поход, завоюешь, выкупишь и сам по себе, женишься. И многие не уходили от гуннов, не уходили, рабы, оставались у него в рабах. И когда распалось, гунны ушли, в Европе главными остались остготы и вестготы. Остготы и вестготы остались главными в Европе. В Римской империи нету. А остготы – это друзья гуннов. Гунны всегда придут, помогут им. А гунны ушли, остготы остались. И вестготы остались. Но они друг друга терпеть не могут. Терпеть не могут. Потому что остготы воевали против вестготов на каталонских полях. Вестготы были за Рим, а остготы были за Аттилу, за гуннов. И они Германию поделили вот так на две части. Мгм. Германия делится... Германия... Нет, здесь нет этой карты. Наполовину, да? Я просто вот так Ага, наполовину хорошо. поделили на две части. Река Везер делит Германию на две части. Река Мгм. Везер. Она впадает в Балтийское море. Германия делится на две части. Мгм. Река Везер, рекой Везер. И с этой стороны осели гун, это остготы, с восточной стороны. С западной стороны вестготы осели. И вот я изучал специально эти, как его, легенды, сказания, мифы остготов и вестготов. Об Аттиле, о Ягунна. Вот такие вот интересные нашел. Интереснейшие вещи. Интереснейшие вещи. Так, которые остготы, вот я взял только 7, я нашел 7 легенд об Аттиле, сказаний. Песнь об Аттиле, или песня Эцеле, песня Хильдебранте, песня о смерти Эрманариха, песня о Виланде, песня Хервари, песня о Дитрихе фон Бернском. Вот я нашел. Там все Аттила и гунны. Это вестготы, то есть остготы, друзья гуннов. Дитрих фон Берн пишет. Это Дитрих фон Берн, это песнь. Это она солидная, вот такая книга. Это песня, она и книга, и песни, все. И речитативом поют, и пишут. Солидная книга, страниц 100, 200. У меня есть эта книга. И что Дитрих фон Берн был, он по рождению должен был стать, он сын короля, королем Берни стать должен был. Это Швейцария, центр Швейцарии. Ну, его отец умер, ему защитить некого, ему всего 18 лет. А у него невеста 15 лет. Ее звать, по-моему, Гудрун, да, сейчас спрошу, как ее звать. Гудрун ее звать, его невеста. И она на 3 года моложе его. А их дядька, его дядя, старший брат его отца, его звали как раз Эрманарих. Это последний король остготов, Эрманарих. Он забрал его жену и сказал, выйди за меня замуж. Она отказалась, он поместил ее в башню, посадил.
лучше меня сидеть в башне, пока не согласится за меня выйти замуж. А Дитриха Бернска сказал, приведите и убейте его, покажите мне его голову. Убейте его. Своего же племянника. Племянника, убейте его. Ну, власть-то есть власть. Власть-то есть власть. За власть убивают же. И Дитрих фон Бернский бежит к Атиле. Прибегает, прискакивает в сопровождении своих 5-6 друзей в Пусто, в город, как его, ставку Атилы. А у Атилы был там полукаменный, полудеревянный город, ставка его, где он принимал этих. Но он ушел в поход Атила на Кавказ. Он ушел в поход на Кавказ против сасанидов, против персов. Атила. Куда он пошел по просьбе Да. Византийской империи, да? Нет, Римской империи. куда пошел по просьбе армянов. Армяне попросили его Армяне заступиться, попросили, армянский хан попросил его. Мгм. Потому что армянский хан дружил его с его прадедушкой, А, Сульдином, его дедушкой, и он попросил его. И Не застали они его в ставке, значит, да? они тем? нет, ставки нету. Но его жена Ярихан ставки. Вот к Ярихан обратился, и Ярихан говорит, ладно, говорит, такое дело, говорит, тебе надо помочь. И Ярихан послала, она им отвела в самый лучший покой, всех их кормит, поет, и послала гонцов вместе с ним его одного помощника, этого Дитриха фон Бернского, его ближайшего помощника, послала на конях к Атиле. Это далеко. Месяц они туда-сюда скакали, даже больше, 40 дней они скакали туда-сюда, через 40 дней Атила дал оттуда приказ. А тамошнему Тюменбаши Береги, который остался здесь с Туменом, 10 тысяч, ставкой прикрывать, еще набери и иди спасай, как его, невесту Гудруна. И он пошел спасать. Атилы нет. Его Тюменбаши вместе с Дитрихом фон Бернским пришли в Берн, завоевали его, этого, как его, Эрманариха, убили, он назад жену свою вызволил молодую, на ней женился, и при всем честном народе он признал, что гунны – это великий народ, Атила – мой старший брат, и мой дядя, и мой брат, и мой отец, кто хочет, я его буду всю жизнь любить и уважать. Вот это от остготов идет. Раньше наши предки жили в юртах, и вход в юрту имел сакральное значение. Деревянная основа называлась босого, и, например, считалось, что человек не должен наступать на порог дома. То есть либо проходить сразу, либо оставаться вне. Что самое интересное, кыргызская юрта отличалась, к примеру, от монгольской также входом. У монголов были специальные деревянные ставни, которые они используют сейчас. То у кыргызов традиционно использовался войлок, который заворачивался кверху и фиксировался. И это было очень удобно. Партнером данного выпуска является компания Tesla Door, которая уже на протяжении 17 лет занимается производством и установкой автоматических ворот, а также ролл-ставней. Ну, вот так примерно это выглядит, и вы даже можете нанести сюда авторский принт. Компания Tesla Door является дистрибьютором таких мировых брендов, как Дурхан, Рютерна, Гедзе и Алютех. Как вы заметили, компания старается использовать технологии и инновации, именно поэтому они назвались в честь Николы Тесла, это выдающийся физик и инженер. Ребят, если вы делаете или строите дом, или какое-нибудь коммерческое здание, а может вы хотите классный гараж, то вы знаете, куда обращаться, потому что здесь большой выбор, но самое главное, они дадут вам классную гарантию, а также сервис. То есть, к примеру, через пару лет что-то произойдет с вашей дверью, то ребята приедут, починят это все и сделают это на максимально комфортных условиях. Оставляю ссылку на компанию в описании под этим видео. Tesla Door Чор Рахмат. Мы продолжаем. Ну, вот удивительно, то есть в народном фольклоре остготов сохранилась история, как Атила вступился за одного из таких вот легендарных личностей и помог ему возвратить жену и земли. То есть это Дитрих, эта книга есть. Дальше другая книга, другая часть, сторона. По эту сторону заняли вестготы, западную сторону от реки Везер. Но они, все-таки они язык один, они не стали друг с другом бодаться, они просто провели границу. Все говорят, вы к нам, вы к вам не лезьте.
не лезьте. И они там живут. И у них идут такие, от них, мы бы сказали, сейчас сандера, от вестготов, сказания, легенды. Легенда о Тидрике, легенда о Нибелунгах, самая знаменитая. Легенда, сказание об Атиле, сказание о битве с гунами, сказание о победе Вельшинга и сказание о Брунхильде. Вот последняя Брунхильда очень интересная. Брунхильда. Очень интересно. Здесь Атила, гуны предстают в самом отрицательном свете. Вестготы, они же враги. Враги. Они бежали от гунов постоянно. И от славян тоже. Они враги. И вот они... У Брунхильда была младшей сестрой Гюнтера, Хагана и Хёгни. Их отец Зигфрид погиб в бою. Гюнтер, Хаген и Хёгни, им где-то лет по 20, 22, 25, а ей 18. 18. И вот она бежит к Атиле и говорит: я выйду за тебя замуж, ты возьми меня в жены, помоги, я буду германской принцессой, помоги мне убить всех моих братьев. Ну, Атила говорит: хорошо. И вызывает старшего в гости. Старшего вызывает в гости, поет его этим ядовитым вином, он умирает в муках. Они его скидывают, закапывают куда-то. Вызывает второго Хагена в гости. Хагена они сталкивают в яму с крокодилом. Не крокодил, а Тидар. Драконами. С драконами. С драконами. Скидывают его в яму, и драконы там его поедают. Третьего они вызывают Хёгни в гости, его поят, кормят, а потом его замуровывают в это наглухо. Замуровывают в нишу и воду туда пускают. Топят его. И вот она становится, принцессой всех этих германской принцессой она становится. Ханшей германской. И она жена Атилы. Ну, Атила, помогает ей всячески, и она помогает еще всех вот этих родственников, которые были, которые там, кроме этих были, двоюродные, троюродные, всех у них, все, которые претендовать на всех этих уничтожает. И Атила и в этом ей все помогает. И здесь вот Атила, якобы даже Атила говорит: давай всех уничтожь, всех зарежь, всех это. Вот в таком свете представлена. Это легенда. Эта легенда идет от вестготов. Она тоже есть. Песня Брунхильды называется. То есть он как бы там победитель, но победитель в негативном фоне, да? Да. Угу. И теперь, вот раз о песнях речь зашла, есть такая книга, где она, а вот она, есть такая книга у Металиевой Байлиевой, она сейчас доктор наук, она защитила докторскую диссертацию вот по этой книге, Металиева Байлиева. Она, как и этногенез кыргызов, музыковедческая аспект, занимается музыкой. То есть она историей прямой кыргызов, гуннов она не занимается. Она занимается музыкой. И вот она к музыке пришла к интересному заключению музыки. Музыка здесь все у нее есть, в этой книге изложено. К интересному заключению музыки пришла, что кыргызские, мотивы, кыргызские наигрыши в такте, в строении, в ритме, в ладе совпадает с немецкими. Она вот она. Кыргызы и европейцы имеют общее происхождение. Кыргызская диактоника, европейская диактоника, но это немецкая она дает, что они все, совпадают. То есть, в самом деле, музыка у кыргызов большей частью маршевая же. Тум-тум-тум-тум, маршевая. И у немцев маршевая. Вот это вся музыка военного человека, похода, который на коне скачет, строем идет. Понимаете? Военного человека. И немцы, готы, и кыргызы, гунны. Вот эта книга «Этногенез кыргызов» называется. То есть отсюда вытекает, что кыргызы и готы, европейцы Жили бок о бок. Раз они имеют общую музыку имеют, общее музыкальное строение, общее ладовое строение, общую ритмику музыки, которая напоминает.
И вот в то же время, смотрите, наша музыка. Вот турки не имеют такой музыки, как у нас, турки. У них музыка персидская, такая, знаете, персидского типа. Казахи, у них музыка большей частью монгольская. Монгольская. Наши близкие будут друзья казахи, братья казахи. А у алтайцев вообще там непонятно, они горловым пением занимаются. А вот эта музыка кыргызская, она идет в древностью, упирается, в древность упирается, видите? С запада на восток шла. С востока на запад она шла. Туда-сюда ходила наша музыка. Вот она. Это тоже интересно. То есть вот, наука вот так и делает, собирается по кусочкам. А если музыка-то у кыргызов, у немцев, у гуннов, у готов была одна, значит, и они где-то вместе и маршировали вместе ходили. Потом девушка одна, Мадмарова Кулина Ариповна, защитила докторскую диссертацию. По гуннам. Она нашла все гунские книги о гуннах, где расписаны. И мою тоже проанализировала. И сделала вывод, что гунская культурные конспекты – это кыргызские. Вот она. Это кыргызские конспекты. Гунская культура – это кыргызская культура. Вот она говорит. Прямо говорит. На этих темах люди защищают докторскую науку и так далее. То есть как весь ученый мир уже давно исследует и принимает тот факт, что гунны – это древние кыргызы. Да. Единственное, что нам осталось, это в широкую общественность донести, чтобы мы могли на достойное, справедливое историческое место этот этап жизни кыргызов, истории кыргызов. Теперь, что я хочу еще одну вещь донести до вас. Вот такую вещь. Генетический аспект. Сейчас же, вы знаете, генетика же ценится очень высоко. Генетика. Сейчас же вот эти шоу всякие мы видим, российские шоу. Я смотрю иногда немецкие шоу, там германские шоу, такие же. Обычно российские и германские, они все совпадают. Европейские не совпадают шоу. Они большую часть оттуда берут. Ничего не придумывают, оттуда берут. И совпадает шоу. И вот генетика – это наука, которая, если не 100%, то 99% она, ну и сами генетики говорят, 99% говорят, не 100. 100 никто не дает. 100 только, говорит, Господь Бог может дать. И вот они что говорят, генетики. И, наверное, знаете, есть университет, Международный университет Кыргызстана, ректором там сейчас или президентом числится один человек, уважаемый, доктор медицинских наук Айдарли Васылбек. Доктор медицинских наук, профессор, академик, всяких академий, очень умнейший человек, медик. Я его хорошо знаю, потому что я рядом жил с ним недалеко. Он жил на улице Дзержинская в детстве, там в доме ученых. У него папа ученый тоже был. А я жил на улице Киргизской, через 2 улицы. Там. Я его с детства знал. Он старше меня, лет на 5, на 6, старше меня. Сейчас ему уже за 80. Но я его очень уважаю. Уважаемый человек. И вот этот человек, он мне дал такие данные. Оказывается, у него книга даже написана. Но она изложена в интернете, в этом, в кратком изложении. Книга написана. Он в 2009 году пригласил, у него же медицинский факультет есть, фонд Соренсона пригласил. И фонд Соренсона провел, ДНК-анализ кыргызов. И брали кыргызов таких, которые не вызывают никаких подозрений, что они не кыргызы, что они смешаны. Ну, пытались брать не с окраин, где мы пересекаемся с узбеками, с таджиками, с уйгурами, с зунганами, с казахами, с монголами, не с окраин, а пересекать. Он старались брать именно с глубин. Чаткальская долина, Толсторусская долина, Атбашинская, глубинка. В таких мест они брали кыргызов. 600 человек ДНК исследовали, кыргызов. 600 человек ДНК. Фонд Соренсона, и вот его данные. Айдарлиев сам участвовал. Еще Табылда Акеров участвовал. Тоже его с ним они вместе работают. Тоже историк. И
они что выяснили, что от 20 до 40% у нас европейская, германская, готская ДНК. От 20 до 40%. То есть у каждого вот тех кыргызов, которые не смешаны. Потому что я знаю очень много, например, окраины иногда. Мой дед Бекпала называл окраины кыргыздар, которые живут, называл Чалагазак. Чалагазак, который с казахами смешивается. Или где-то вот окраины живут, которые могут смешаться. Вот брали чистых, вот, не смешанных, для чистоты эксперимента. И выявляется, что от 20 до 40% готская ДНК в каждом вот из этих 600 человек. А у него у самого было 39, он показал мне свой сертификат, у него у самого 39% готская ДНК, Вайдарлива Асылбека. Вот его тоже можно привлечь, чтобы он, когда это мы будем эту делать, как его, вещь, чтобы он тоже помог нам, помог. А его доказательства стоят очень многих доказательств. Сейчас может даже так, что его доказательства, все доказательства, как его, запечатают, закрепят все его доказательства. ДНК – это сейчас самое главное доказательство ДНК. Как говорится, печать поставит он жирную, плюсовую печать поставит он. Вот я об этом тоже иногда думаю. То есть тогда придется к нему обратиться. Но он хороший человек, он, конечно, он патриот своей страны, он сделает это дело. Смотрите, сейчас мы с вами на данный момент обсудили, что есть музыкальное даже доказательство, лингвистическое, культурно-археологически подтверждает нам артефакты, да, которые от конского снаряжения до предметов быта и украшений. Санджира у нас доказывает. То есть у нас есть целый аспект фактов, которые говорят о том, что Атила является предком кыргызов, а гунны – это древние кыргызы, так как гунны – это не односоставный этнос, он состоял из 21 племени, в числе которых были кыргызы. И это соответствует периоду, когда из китайских источников кыргызы пропадают из этих земель, и как раз эти 5-6 веков они обитают на территории Запада, Европы, и там наводят тоже шоруха, да, по-своему. Да. Если говорить сейчас об Атиле как о личности, вы его изучали доскональную историю, давайте поговорим, может быть, о каких-то малоизвестных фактах его жизни, которые характеризуют его личность. Ну, например, вы говорили о том, что он был очень смелым человеком. По-моему, в одной из лекций вы рассказывали, что он выходил сражаться, да, один на один с каким-то предводителем и смог тоже доказать там свою состоятельность. То есть вот какие-то интересные факты из жизни Атилы, которые вы для себя находите такими любопытными. Ну, как я могу сказать? Я могу сказать, что вся его жизнь – это сплошной подвиг. Вся его жизнь. Подвиг во имя нас. Не во имя свое, во имя нас. Он и так был самый главный герой своего времени. И раз его бить Божий назвали, страх перед ними, он подвиг совершил во имя нас. Во имя нас. И вот я что думаю? Думаю, вот мы перед ним все, как его, мы в долгу перед Атилой, в долгу. Мы его потомки. Ну, потомками могут быть, сейчас смотрите, я вам сказал, гунны – это сложно составной народ. 3 народа были главные. Это были кыргызы, кыпчак и сабиры. Кыргызы, когда расходились, пришли сюда, они подумали, что мы вернулись на свою родину и назвали опять Алтыто. Алтыто, Алтай – это Алтыто. Алато потом стало Алато. Сначала было Алтыто. Алтай – Алтыто. Потом, что это Боом, они Боом назвали. Чуй назвали. Чатхал, Дарат-Куран. Все топонимику поднимите алтайскую нашу, она одинаковая. Они вернулись на родину, они помнят по Санджира, что это наша земля. Вот это так называлось, Санджира-то. Веками передается. Санджира – это устное передание, передача известий. И они помнят, и назвали здесь все этими старыми именами, которые там были, старыми именами. И вот то, что мы сюда пришли, мы здесь осели. И то, что Атила, вот, как сказать, он наш родоначальник. Ну, здесь мы осели, ладно. А кыпчаки тоже осели.
Кыпчаки, они осели вот среди казахских племен. Хотя казахи и кыргызы — это родные братья считаются. Они считаются, произошли от баев и кыргыздан, с тех кыргызов. Казахи тоже имеют право также вещи говорить такие же, как и я, что они тоже от Атилы. То есть никто им, они правы. Дальше. Эти же кыпчаки частью осели среди татар. Среди туркмены 90% кыпчаки, знаете, да? 90% кыпчаки. Кыпчаки были во времена, в долгие времена, еще 5-6 веков, они были гвардией в разных государствах. Мамлюки — это кыпчаки. Вот в Хивильском ханстве — это кыпчаки. В Хаканском ханстве гвардия была кыпчакская. То есть у нас тоже самые отчаянные кыпчаки. И кыпчаки на юге отчаянные кыпчаки. То есть они тоже осели. Сабиры тоже осели. Сабиры, турки — это сабиры. Потом только размешаны с сельджуками, которые тоже оттуда пошли туда, Салчак. И потом с местными племенами, которых они всех завоевали и как его ассимилировали. Но язык-то остался турецкий. И они тоже сабиры, они тоже потомки Атилы, не Атилы, а гуннов. Они тоже потомки гуннов. И чуваши потомки гуннов. У них есть легенда об Атиле, у чувашей. Легенда об Атиле есть у чувашей. Чуваши, которая сейчас стала красивой, самая девушка стала в России, чувашка стала красивой, самая красавица, мисс Россия она стала. Они тоже. И вот когда вот ты сейчас, что, о чем я говорю? Много народов хотят, чтобы Атила был их. Ну, это извечная это Идеологическая борьба. Борьба такая, чтобы Но я считаю, смотрите, что раз Атила из племени Мундус, раз, как его, мать его из племени Сабыр, раз кыпчаки к нам тоже пришли, раз Дөлёси, военный министр Харатурек тоже оттуда, с нашего племени, то главное Атила. Вот во всех книгах я вам покажу. И не только в одних, в многих книгах. Мундус. То есть Мундус. Пусть остальные племена не обижаются, я тоже не обижаюсь. Я Джетиген, я тоже не обижаюсь. Не обижаюсь. Ничего не обижаюсь. И они хотят его считать за своего, но мы-то имеем 100% права на него. 100%. И дух Атилы еще не успокоился. Он до сих пор дүниеде bo'lsa нарвағы его дух тоже хочет, чтобы его потомки его признали. Потомки признали, понимаете. Венгры хотят признать Атилу, но венгры, извиняюсь, пришли туда 5 веков позже. Помните, в 1995 году, вы не помните, вы маленькие были. Монасы праздновали. Да. А они праздновали тысячелетие прихода туда и обретения Родины. Они пришли с территории Мордовии, с территории Ханты-Манси, оттуда пришли они. Мадьяры, да? Мадьяры. Они пришли оттуда. Но там осталось наше племя. Сабиров и кыпчаков. Немножко народа осталось. Сабиры и кыпчаки. Они, Сабиры и кыпчаки, там жили, еще мощно жили. Они к ним присоединились, взяли их легенды, их сказания, и они тоже могут считаться потомками Атилы. Тоже могут считаться, потому что Сабиры и кыпчаки там наши. И у них потом язык у венгров немножко похож на наш, не сильно. И они поэтому безгазахын. Они туркам близкие, они, венгры. Поэтому их тоже можно понять, считать потомками Атилы. Потомками. Ну, многие народы претендуют на гунское. Казахи претендуют, русские претендуют. Русские. У меня несколько книг есть. Великий князь Киевский Атила. Претендуют. Ну, очень. Более того, германцы заявляют, что Атила — это их, это был германец, Осгот. Заявляют они. И такие интересные вещи есть в истории. Вот Исландия, вроде далеко. Исландия — это бывшие вестготское племя, осготское племя. Они были вместе с Атилой. Они, когда империя разрушилась, развалилась, они туда уплыли. Это около Америки, Исландия. В VI веке они уплыли. У них есть легенда об Атиле. У исландцев. У исландцев. Потрясающе. Кроме того, у исландцев имя блюда, самое почетное блюдо,
Самый Баш. и Джамбаш. А остальное мясо они продают в Европу. Вот баш, первые были, самые вещи 5 евро стоит в Исландии. Баш, это самое почетное блюдо. Ходят на баше в Исландии. Они вместе с остготами были у Атилы, в составе Атилы Каганата. Даже есть это. Я к чему это веду? Что пора уже, я много раз обращался. То есть пока я не напрямую, я обращался к прежнему президенту письменно. Пора нам уже на официальном уровне провести конференцию научную, созвать международную научную конференцию, как его, отовсюду, ученых, кто, как его, может сказать какие-то слова об гуннах, об Атиле, и признать гуннов официальными предками кыргызов. А если будет так, то Атила сам собой будет наш предок. Потому что есть исторический факт. В 1956 году Салмурбек Табашалиев, тогда еще этот, как его, еще историк был, я фамилия, сейчас его, Хара, историк был, президент Академии наук. Они вдвоем собрали конференцию в 1956 году. И на конференции сказали, давайте проголосуем за то, что кыргызы пришли в VII веке с Алтая. И кыргызы состоят из таких-то племен. Проголосовали. Все. И осталось в истории. Это осталось. Понимаете? Официально. То есть вы имеете в виду, что это таким образом отсекает европейскую миграцию, да, с запада на восток? Вы об этом говорите? Или... Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что не о миграции. Нам пора признать гуннов нашими предками и признать на официальном уровне. На официальном уровне. То есть на уровне... Вот, а для этого надо провести научную конференцию, которая вынесет решение, что вот эта точка зрения правильно, что гунны – это предки кыргызов, но и других тюркских народов. Но в первую очередь мы себя имеем в виду. Другие тюркские народы пусть сами проводят свою конференцию. Мы сами проведем, что мы среди гуннов имеем 4 кыргызских племени. Мундус, Сабыр, Капчак, Дөлес. Что мы, Атила наш. А остальные ваши. Вы тоже можете претендовать. Пусть каждый претендует. Главное нам закрепить это. Да, вот. То есть вот это надо сейчас это сделать. И при том, когда вот Европа интересуется, вот когда книгу эту перевели на немецкий язык. Уже перевели. Это ваша книга, которая переведена на немецкий язык. Да. Здесь вы выступаете под псевдонимом Амян фон Бек. Что значит этот псевдоним? Этот псевдоним обозначает Амян, это, как его, есть историк, который изучал гуннов, Амян Марцелин. Вот я ее имя взял, она сходна с Аман. Ее звать Амангельде. А фон – это дань германской и немецкой культуре. А Бек – это Бекбалаев. Здорово. Под этим именем европейская наука узнает о тех фактах, которые мы с вами говорили. Узнает, дай бог, да. И я, кстати, пользуясь случаем, но очень надеюсь, что руководство страны, первые лица услышат и увидят нашу беседу, потому что очень хочется, чтобы Альтила был официально признан как предок кыргызов, чтобы это все обсуждалось в школах, чтобы это все культивировалось в общественных кругах для формирования, как мы с вами обсуждали, идеологии. Какие еще мы с вами из источников не упомянули, чтобы, так как мы сегодня с вами принесли огромное количество литературы, чтобы она не осталась без внимания? Ну, что я могу сказать еще? Вот на уровне правительства, на уровне президента была издана концепция идеологической работы. Вот она, в 23 году. По улучшению идеологической работы. Концепция. Вот она. От 23 года, 15 мая. Это концепция. Улучшение. Как улучшить идеологическую работу? То есть среди молодежи, в первую очередь. И вот я считаю, что вот она. Это есть, это официальный документ. Это документ, который требует, чтобы мы по нему работали. То есть то, что я делаю, это тоже вписывается. Почему? Потому что то, что я делаю, то, что я пишу, все это я, во-первых, хочу, чтобы те качества, которые есть в людях, вообще во всех этих, в людях должны быть такие качества, как вера, доброта, милосердие,
справедливость, искренность, терпение, кротость, благодарность и так далее. Все эти качества, они должны быть, мы должны воспитывать, культивировать. Но культивировать не просто так, а на уровне любви к нашей родине, к нашей стране, к нашему Кыргызстану. На уровне любви к кыргызскому языку и любви к кыргызской истории. И к тому же Атиле. Атила тоже кыргыз, если на то пошло. К тому же Атиле. И к тому, что раз вся эта любовь не просто так, чтобы защищать, мы всегда вышли бы защищать свою страну. Понимаете? Я-то уже возраст у меня 77 лет, я уже защищать сильно не могу, бегать не могу. Но молодежь-то еще может защищать свою страну. Вдруг что случится? Кто его знает? Ну, как цунами, мунами, землетрясение. Надо все же, чтобы молодые работали, помогали, разбирали завалы. Очень много надо вещей надо делать. Это тоже защита страны. Все защита страны. Вот это идеология, именно есть вот эта штука, о которой я говорю. А то думать, что идеология это какое-то что-то непонятное, там прям сверхмудреное. Ничего мудреного нету. Ничего мудреного нету в этой идеологии. Идеология вот эта вещь. Я понимаю, что нам нужно вводить это все в обиход, в широкую вот Кыргыз-Жараны, это тоже прекрасная инициатива, но очень важно, как вы говорите, чтобы она не оставалась на бумаге, а все это превращалось в какие-то там шаги конкретные. Там, в частности, эту программу я делаю для того, чтобы мы могли доносить до широкой аудитории подобные вещи. Все-таки возвращаясь к теме Атилы, потому что мы говорим про литературу, которая у вас здесь есть. Вот вы показали нам про Кыргыз-Жараны. Что еще у вас с собой есть, что мы еще не показали? Ой, вот это я тоже должен показать. Это, конечно, Гитлер, конечно, немец и преступник номер один всех времен и народов. Это очень нехорошо. Среди немцы хороший народ, очень хороший. Среди них великие люди. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Гегель, Гёте, Шиллер, Гейне. Величайшие люди среди них, величайшие люди. Люди, которые, как и придумали идеологию коммунизма, это Маркс, Энгельс, величайшие люди. Но среди каждой нации есть сволочи. Вот один из сволочей – это Гитлер. Один из сволочей. А тут это сволочи всех преступник номер один всех времен. Его, правда, его не повесили, он сам кончил свою жизнь самоубийством. А если живой был бы, его повесили бы. И вот этот преступник номер один, он знает киргизов. Он знает киргизов. Он знает киргизов. Ему Европа, он Европу все изучил. Но с Европой, с его видения, он знает киргизов. Знает как. Например, смотрите, он думает, что вот если мы все завоюем, все туда-сюда, кто может оценить его? Это киргиз может оценить. Вот можете прочитать даже, вы сами вслух прочитайте вот оттуда. Глобальные мечты Гиммлера остаются только... Вначале здесь глобальные мечты Гиммлера остаются только дополнить высказывание самого Гитлера. Так. При заселении русского пространства имперский крестьянин, то есть немецкий поселенец, должен жить в прекрасных поселках. Немецкие учреждения и ведомства должны размещаться в роскошнейших зданиях, губернаторы во дворцах. Вокруг этих центров будет построено все необходимое для поддержания жизни. В окружности радиусом в 30-40 километров от города мы разместим красивые деревни, соединенные превосходными дорогами. Все остальное пространство будет принадлежать как бы другому миру, миру русских. Мы станем их господами, а в случае бунта сбросим на их города несколько бомб и дело с концом. Один раз в год можно будет проводить по столице отряд киргизов. Чтобы, глядя на ее каменные памятники, они получили представление о мощи и величии Германии. То есть он уже нас ставит положение оценщиков, то есть мы можем что-то оценить. То есть не в положение рабов или там исторической ретроспективы, да? Да. То есть он даже самый нехороший человек, и то о нас высокого мнения, так сказать. Потрясающе. Потрясающе. То есть Гитлер, зная историю кыргызского народа, в своих злых мечтаниях представлял нас как людей, которые оценят военную мощь гитлеровской Германии. Да. Вау. Вот это невероятный факт. Ну вот самый то есть о том, что кыргызы, они как народ, они очень
они очень добрый, с одной стороны, очень добрый. Они, так сказать, и очень, как его, законопослушны. Но с другой стороны, они могут взбунтоваться, когда несправедливость. Они за справедливость. Это, видимо, от гуннов идет, чтобы была справедливость. Понимаете? Вот я хотел вот эту вот вещь упомянуть. Смотрите. Это медаль Аттилы. Она есть здесь, в этой книге где-то есть. Искать тяжело. Это медаль Аттилы. Медаль Аттилы. Вот она. Смотрите. Вот нос, глаза. Медаль Аттилы. Видите, вот она. Вот. Медаль Аттилы. Она есть вот в этой книге. Медаль Аттилы. Она найдена где-то в 13 году на Иссыкуле. На Иссыкуле, нашем Иссыкуле найдена медаль Аттилы. Академик Плоских ее попросил ее всего на 2-3 часа в присутствии хозяина и описал ее. То есть он получил ее описание. То есть с какого она металла, туда-сюда, какая это. Он ее описал. Они, хозяева, запросили $5000. Вот эта медаль, она золотая. Запросили $5000. У нас в университете тогда таких денег и не было, и сейчас нету. И не было, мы поэтому не смогли. И она ушла с аукциона. Куда ушла, я не знаю. Ушла. Это медаль Аттилы. А где аукцион проходил? Аукцион проходил, по-моему, в Лондоне. Она ушла, вывезли. Как вывезли, понятия не имею. Стоит отметить, что любая найденная, будь то клад или золотая монета, является собственностью государства, имеет право найденный получить 50% в качестве вознаграждения, но ни при каких обстоятельствах вывозиться оно не имеет Не права. знаю, в общем, мне так сказали, что она продана. Мы ее больше никогда не видели. Но зато мы имеем ее описание. Она маленькая такая же. Здесь она есть, эта медаль. У меня в той книге есть, которая у меня есть. А каким образом мы знаем, что это является именно медалью Аттилы? А потому что известный историк, академик Плоских, он ту медаль, описание той медали, у него тоже ее нету. Он ее описание, у него есть такая же. Он их сопоставил и пришел к одному, что конфигурации одни и те же. То есть конфигурации в таких медалях просто не бывает. Что это одна и та же, то есть фирма. То есть это к гунскому периоду относится, да? Да. И поэтому мы не смогли ничего сделать. Притом, как бы мы ни заявляли, что бы ни было, а нам от него ничего не досталось бы. Он просто наплевал бы и все, и сказал, нет у меня никакой медали. Все. Даже дай бог, что он нам дал ее описать, и мы знаем, что такая медаль есть. Что это нам говорит? О том, что... Защитой нашей надо более серьезно заниматься. Я имею в виду, вот находка этой медали на территории Иссыкуля говорит нам о
взаимосвязи. между... Оттуда же вернулись наши. Да. Оттуда же вернулись наши. Мгм. Оттуда же вернулись наши. Мгм. А сюда пришли. И Отлично. вот последнее. Вот это, что хочу о чем сказать. Смотрите. Вот Давайте я она. покажу на камеру, а вы показывать будете на ней. Это сделали урало-алтайские языки. Ее сделали еще, как его, профессор Карбоз Диханов. Это великий был ученый Карбоз Диханов. Он в Госуниверситете работал, написал кыргызскую грамматику, кыргызскую лексикологию, такую толстую книгу по кыргызскому языку, грамматику кыргызского языка. Он большой ученый, но он умер уже. Он был старше, где-то мне лет на 30, наверное. Сейчас бы ему лет за 100 было бы. Он умер. Вот он составил вот эту, на основании всех своих лекций, все он читал, писал, он составил это языковое древо урало-алтайских языков. Вот она. Вот она. Начинается с гунского языка. Я хочу показать. И прямо выходит через гусский, через франский на кыргызский язык. Прямо выходит на кыргызский язык. Вот прямо выходит прямо. Здесь на огусский, здесь на финский, эстонский, всякие другие. Прямо выходит на кыргызский язык. Вот это его составленное древо, языковое древо. Оно, я считаю, оно наиболее соответствует реальности. Таких древ составлено штук 20. Но его я захватил наиболее это. Также я хочу вот показать, смотрите, вот походы Атилы и гуннов. Походы Атилы и гуннов. Здесь обычно как походы указывается? Здесь составил Иштванбона, этот очень знаменитый венгерский исследователь Гунской империи, Иштванбона. Он составил. И вот он написал, за 160 лет гунны предприняли 40 походов. 40 походов. То есть они, смотрите, начиная, вот центр его находится, центр находится вот здесь вот в этом, вот здесь находится, вот она, Черное море, вот здесь находится центр. И вот они, вот, примерно где-то Венгрия здесь. И отсюда походы везде, везде, везде. И сюда, если помогать своим племенам, и сюда шли, и сюда, и в Галлию, и вот вдоль побережья Галлии доходили они до этого, до еще немножко Сирии. Вот она, Сирия доходили походы. То есть, и все эти походы, где какие эти находились, котлы, курганы, все это находилось, все здесь находилось. И все походы победоносные. Ни одного похода не проиграно, ни одного. Это удивительная статистика. И вот этот человек удивляется, переводчик, который перевел мою книгу, удивляется. Говорит, как же вы, как говорит европейских ученых, как же вы их объявляете варварами, дикими, глупыми? Они же вас, ваши хваленные Римской империи, били как хотели, одно за другим, вот, который в этой книге, били как хотели. Варвары, дикие, которые ничего не... Они разве могут быть? Это значит, они будут более, чем вы, в военном отношении прогрессивны. Ну, на самом деле, гунская стрела, гунский лук, это же самый лучший. Вот, давайте поговорим об этом, потому что все-таки, если мы говорим о военном преимуществе, абсолютной доминанте того времени, это гунское войско, расскажите об особенности гунского оружия. Ну, видите, гунское оружие такое. Гунны, в первую очередь, конные воины. Конные. Каждый шел с 2 конями. Боевой конь и запасной конь. Каждый шел. У каждого было, как его, снаряжение. Тон. Оно могло быть... маловероятно, что оно было из железа, потому что таскать на коне железо тоже тяжело. Оно было, видимо, из твердой кожи, из этих, но было вооружение. И на головах вооружение. Ну, большая часть видели, они не придавали значения. В тибетеях они не в колпаках, а в тибетеях. Они скакали. И оружие были тумены. Тумен 10 000 человек. 10 туменов тук.
Но тука не было у них никогда. Тук-паши. Тук-паши не было. 10 туменов никогда не было. В самые лучшие времена было 8 туменов. 80 тысяч воинов. И то собрано 3 тумена собирали они, 3 племени Кыргызы, Кыпчаки, Сабиры выставляли, а остальных 8 туменов выставляли остальные 18 племен. Собирали. И тумены, у них были 3-4 места, где они, вот я в 4-томнике Гунны пишу об этом, 3-4 места, где они обучали этих, как его, не конных, малоконных гуннов. Там среди них были и малоконные гунны, то есть, которые были рыбаки, там, азелины, угоры, рыбаки или земледельцы, они тоже гунны были, они их обучали, привлекали к себе для обучения. Кроме того, там туках никогда 10 тысяч, 10-100 тысяч не было. Было всегда 8 туменов. 8 тумен-баши. В тумен-баши 10 тысяч воинов, мин-баши, 10 джуз-баши и он-баши. Обычно в каждом этом, как его, собирались родственники, братья. Как у нас сейчас. Он солганат, ичкили, как у нас сейчас. Собирается. Коммуникация лучше, и люди борются, да, друг за друга? Да, он солгана собирается, четко собирается. И луки, они вот, особенно есть книга Джон Мэн, англичанин написал, он исследовал венгерские луки, гунские луки старинные исследовал. Луки, оказывается, один лук делался чуть ли не полгода. Ого. Полгода. А что делалось? А это брались, как его в центр брались, архара, горных козлов рога, по бокам накладные эти деревья, ясень, такие твердые деревья, гнущиеся деревья, ясень, тальник, такие деревья брали, туп, и накладывали, и все это скреплялось кожаными, то есть центр и края скреплялись кожаными веревками, не веревками, кожаными шнурками. Наглухо, соли, оно запечатывалось. И, вымачивалось в соли, да? Да, вымачивалось в соли, до полугода вымачивалось. Потом делали тетивы. Тетивы, они шелк, конский хвост и бараньи кишки, особые кишки. Это тонко выделанные, вот это все делалось тончайше, тончайше. И каждый воин имел по 2 такие тетивы, которые хранил здесь, 2. Под сердцем хранил? Под сердцем хранил. На вес золота, да, получается? А здесь натягивал обычно простую тетиву, которая бьет где-то на 200-150 метров, бьет 200 метров. А перед боем он натягивал ту тетиву. Тяжело натягивал ту другую тетиву, боевую. И эти были, как его, стрелы, джамба, они были 3- или 4-лопастные. Если далеко стрелять, 4-лопастные. Если близко стрелять, 3-лопастные. В конце специальные были выделены эти, а в конце, в начале тетива, а в конце не наконечник, эти оперения, чтобы летело, оперение. Чтобы траектория была полета. И обучались с детства, уже с 3 лет он уже учился стрелять. Он мог стрелять навскидку. И смотри, лучшие европейские лучники стреляли, это валийцы, на 150 метров на убой. Лучшие. У валийцев даже есть такой презрительный жест. Вот они, когда валийцы побеждали в Европе, они за англичан всегда воевали. Побеждали французов, они вот так показывали. Что вот видишь, нет, я натягиваю, у меня же есть чем натягивать, убью. Вот такой жест презрительный у валийцев. 150 метров на убой. Дальше уже все. Уже все. И 150 метров, это подумать только, 150 метров. Гунская стрела. Гуны как? Они, это везде описывается. Первые пускали простые стрелы, свистящие, со свистульками. Вот как юнкерсы немецкие летали со свистом, вот так же летят стрелы, свистят. Римский строй идет.
римский строй. И стрелы светят. Они раз поднимают наверх, стрелы светят. Римляне большей частью пешком воюют. И второй, они, если думают, что гунны прям там коням маршируют, они вот так раз обходят, там, так проскачут мимо. И опять туда, кругами. Кругами. Дистанцию держа, да? Дистанцию держат. И после уже выходят вторые, которые с тяжелыми четырехлопастными бьют. Тяжелыми бьют уже по щитам. В щиты втыкаются, те тяжелые, и начинается. И как его. И третьи, они тоже уходят. Те их не могут достать. Даже они могут достать, им дали команду кидать пилумы. Любой 50-60 метров, это потолок, 50 метров они бьют. Чемпион мира 75 метров кидает копье. Да, чемпион мира. Они 50 метров еле кидают. Все. Здесь бьют с 200, с 250. И потом, после того, как у них эти как щиты начинают вниз падать под тяжестью, и тогда начинается расстрел издалека. Расстрел, просто расстрел. И тогда римское войско движется только вперед. Назад оно бежит. Она назад ходить не может. Только вперед идет. Римский легион так построены. Только вперед идет. Назад она уже бежит, беспорядочно бежит. И здесь начинается расстрел. То есть гунны особо не впрягаются. И тогда уже они потом уже саблями или чохморами добивают. То есть и чохморы тоже были вот эти вот. Нет, это кожаная, в конце каянда, таш, где или камень, или какой чугун, не чугун, а железо, чтобы разбивать этот шлем разбивать. Сабли-то не особо разобьешь. И вот так начинается. И гунны теряли очень мало людей в бою. То есть они всегда пытались вот таким образом. И при этом они обходили. Они не могут обходить со всех сторон, кружить вокруг них. То есть те уже теряются. Римское войско хваленое теряется. Она может встречаться с германцами, те тоже бегут с дубинками, на них нападают. И этих не боятся, а здесь никто на них не бежит. А у римлян пехота обычно, этих мало, конницы мало. Как я сам говорю, у них и седел нет, и этих стремен нет. Они на коня садятся просто сверху. Джайдак. И джайдак воюет. Ну, так у них было принято. Так принято. И как его римское войско постоянно терпело поражение. А вот смотрите, есть еще одна особенность древних кыргызов, это и в эпосе Манас упоминается, это и в хрониках исторических, это отменная сталь. В Европе была как сталь с бронзой. Бронза – это смесь железа, меди, олова и всего на свете. Это называется бронзовый. В Европе еще была бронзовая эпоха. То есть это были у них клинки были короткие, они обычно кололи у этих римских легионеров. В Европе это было большей частью бронза где-то 30%. Остальное железо и олово, все на свете, бронза. Бронза – это самодельный. Такой в природе нет, это делается. Железо, медь, олово, делается бронза. 30% бронза, остальное это. То есть уже она слабовата, чем у гуннов было 85% стали. Если даже не стали, то приближены к стали. То есть у них легированное железо, твердое железо было. То есть они такое железо делали. То есть, и в рубке гунский меч, не сабля, не колыч, меч перерубал наполовину, надвое перерубал. Римский в рубке перерубал. Потому что тот на 30% из этого сильного рубки перерубал он его. То есть это такая преемственность произошла, потому что мы знаем, Джакып в эпосе Манас разбогател благодаря горнорудному делу, да, он золото добывал. Мы знаем, что енисейские кыргызы сделали отменную сталь, которая продавалась и в халифат, и в Китай, и в Византию. То есть еще в то время, начиная там и гунны, в том числе этим преимуществом пользовались, и это является одной из таких элементов военного успеха, да, где они ни разу не потерпели поражение. Получается преимущество, во-первых, на коне перед пехотой, во-вторых, это отменное качество стали,
которая позволяла успешно биться с противниками, и уникальные луки, специальная техника изготовления, которая позволяла на 250 метров. Самое главное это забыл, самое главное. Как и воинская дисциплина. Раз, еще одно забыл. Дух, пассионарность, как говорит Гумилев, боевой дух. Две вещи. Вот когда видишь, кыргызы, как бору бьются, дух и дисциплина. Дух и дисциплина. Дух много значит. Да, Дух. основа. Это основа. Он уже дух ничего не боится, идет вперед. Дух. Вот тот немец восхищается, который перевел мою книгу. Он специально ходил на Кокбуру смотреть. Говорит, вот как я посмотрел Кокбуру, я понял, что как гунны громили римские легионы. Через Кокбуру. Он говорит, я понял, говорит. Вроде мальчишка, говорит, маленький, а как он, как воинский владеет этим всем конем, всем остальным приемами. И дисциплина, и дух. Это тоже играет важную роль. Дух всегда. Вот эта дисциплина, она тоже проявлялась в первую очередь в воспитательных, да, каких-то процессах. И гунны знали, что его не бросят в бою. Специально были носилки. Носилки были на двух конях. Доржены назывались. Доржены на двух конях. Только две носилки с двух боков коня. И двух коня вели вместе. Уложили туда посередине на носилки. Гунны знали, что не бросят его в бою. Не это, что с собой заберут его. Мы помним по преданиям, когда Муде приказал стрелять вначале своего коня и убил тех, кто не смог выстрелить. Потом он приказал свою жену, да, из лука выстрелить. И те, кто не послушался, тоже убил. Мне кажется, это ведь тоже является частью этого дисциплинарного подхода к военной кампании. Неукоснительное выполнение приказов и готовность идти насмерть, если того требует военная кампания. И потом у них было хорошее, они имели хорошее, как его сейчас бы сказали, тыл. Гунна, тыл. Каждого гунна обеспечил 2 юрты. 2 юрты. То есть ему давалось с собой запас на месяц, на 1,5 сушеного мяса на определенное время. Как его, круто. Если у них был такая проса, арпа, что-нибудь такое, то это тоже давалось, чтобы варить. Давалось. И как его сарамсак, который я говорил, это который от цинги, от всего вот этого. Сарамсак, черемша. Вот они этим. У каждого был свой запас еды. Запас еды. Там все питательное есть. Какие, может быть, мистические, может быть, необычные вещи происходили с вами, работая над книгой Атилла? Ведь это связано с нашими предками. Да, кассет вар, да, когда человек работает над темой духов предков. Что с вами происходило? Ну, давайте я расскажу интересные вещи. Интересные вещи. Вот я, когда я начал, как его писать по эту книгу, я стал ярым как бы человеком, который рано просыпается, жаворонком. Я ложусь рано спать, в 8, в 9, и встаю в 3. И вот интересно, вот когда я писал эту книгу, я ее писал года 4. Когда я писал эту книгу, то есть я Атилу писал, 4 тома еще написал. А это у меня сжатая форма выражения всех 4 томов, как типа автореферата. 4 тома я написал. Баламбер, Урдин, Атилла, Белида и Атилла. 4 тома написал. Каждый где-то по 300 страниц, по 400 страниц, по 300 страниц. Там 1000 всех с чем-то страниц написал. 4 года я писал. И вот интересно, вот если книги мои посмотрите, 4 тома, каждая глава небольшая, 5 страниц. Больше нет. Почему? Вот я ложился спать, сразу засыпаю. В 9 это потолок, я засыпаю, в 4 просыпаюсь. В 4 просыпаюсь, ночь она мне снится. То, что я должен завтра написать, мне снится. То есть эти имена выплывают, фамилии, потом, которые я забыл даже, они выплывают сами в моем подсознании, что вот это должен написать, вот это так происходило. То есть это тогда было так. И вот я начинаю все это. И чтобы не забыть, первым делом я чищу, сброюсь, моюсь, пью кофе, и через полчаса, в 4:30 я сажусь писать. До 7:30, 3 часа, 5 страниц всего. То есть то, что я за ночь мне приснилось, 5 страниц. Все, я прочитаю. Все. И
забываю все, забываю. Целый день работаю, я же работаю всю жизнь. Работаю, вечером опять то же самое. То есть ночью снится мне, ночью снится мне. Вот интересно, 4 года подряд, вот не даст соврать мне, она здесь не даст соврать мне. 4 года мне снится подряд. Кроме того, еще вот такой мистический случай. Ну, мне 77 лет, мои многие ровесники уже ушли в тот мир иной. А вот я знаю, что я должен докончить эту цель, добиться этой цели. И когда я добьюсь этой цели, я буду считать себя свободным уже человеком. Хотя должен добиться этой цели. И во время добивания этой цели я много раз писал, разные письма разным людям, великим людям Кыргызстана писал. Около 10 фамилий, я их не буду перечислять. 10 фамилий я их писал, что просил. Вот это помогите мне, сделайте, помогите провести конференцию, помогите издать книгу, помогите, все с Атилой связано, помогите. Они мне, кто мне не помогал, те благоденствуют. А кто мне отказывался, тех или снимали с работы, или они умирали. Интересно, вот все, кто мне отказал, или им дорога закрывалась. Или они садились в тюрьму, или их снимали с работы, прогоняли, и они уходили в небытие, или умирали. А кто мне помогал, те благоденствуют до сих пор. Понимаете, вот я вот удивляюсь. Я не буду их называть фамилии. Там у меня в список 12 человек, которые вот ушли, не помогли мне. Ну, всякими пакостями сделали мне. Дорогу перекрыли, книгу не издали, книгу помогли мне не помогли мне книгу там что-то сделать. Там было такие случаи, половину оплатили из какого-то фонда, а половину сказали: плати сам. То есть, когда у меня откуда? Я профессор университета, у меня нет таких денег. И таких вот были случаи. И они все, кто и говорил: нет Аттилы, нет гуннов, да кто ты? Они, они или умирали, это в худшем случае, а в лучшем они уходили, как его. Вот тут интересно, вот не даст, я, надо будет, я вот все фамилии приведу. Просто я не хочу перечислять их. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, что дух Аттилы, он должен успокоиться тогда, когда мы его признаем. Потому что прямо его, мы же прямые его потомки, а мы до сих пор не признаем его. Не признаем. Мы должны признать его, что это наш человек. А сколько лет вашему сыну, которого вы назвали Атилой? Сейчас ему 18. 18. А с ним были какие-то интересные истории? Ведь имя тоже несет Ну, что с значение. ним были? Он, когда был маленький, 5 лет, я его отдал в карате. Потому что его звать Аттила. И чтобы он... И он у меня целеустремленный, он сейчас стал первый дан, черный пояс, это кандидат мастера спорта. Из Японии приехали, приняли, и он сейчас уже является сенсеем в своей группе. Он обучает малолетних, 18 лет. Он спокойный такой, вот, то есть как Аттила. То есть он, его звать Аттила, он будет справедливый, честный, порядочный. Главное, сможет за себя постоять. А то имя Аттила, она будет там, как его, терпеть насмешки. Нет. И он вырос с высоким, симпатичным, сильным, крепким парнем. Я верю, что из него выйдет настоящий Аттила. Ага, вот, например, вы являетесь, помимо членом Нью-Йоркской академии наук, еще почетным лауреатом научной премии Токийского университета. Вот японцы тоже знают. Вот говорят, что в Санжире описывается связь японцев, кыргызов, вот древности еще, которые... Я в Японию, когда ездил, я трижды ездил в Японию. Трижды ездил в Японию. Они меня приглашали на эти, как его, на всякие конференции туда-сюда за свой счет. Здесь у нас один жил японец, который у нас работал в Кыргызстане, представитель Японии, он сейчас в Туркмении работает. Вот он это все нас организовывал, мы-то ездили. И они нас приглашали за свой счет. К кыргызам японцы относятся очень хорошо. Там они мне пытались даже показывать очень много лексических, грамматических. Но японский язык похож на наш язык грамматикой. То есть подлежащее дополнение, сказуемое в конце. Похож на наш язык. Они мне находили там очень много вещей, которые похожи на японские слова. Например, бакансу, большая вода. Такие вещи они находили, и со мной они похожи. Там очень много. Типа балы, они там су, там, они эти вещи показывали мне.
и говорили, что мы когда-то вместе 30 тысяч лет назад были. То есть, и притом они этим, как его, характером японцев такие же, как мы. Такие же, как мы. Они слово дал, они выполнят. А если он, как его, вступил в бой, он будет до конца. Намасвар, да? Да, будет драться до конца. То есть такие люди. И добрые люди тоже. Ну и внешне мы даже похожи. И внешне Не похожи. зря же нас в сталинское время японскими шпионами поголовно обвиняли всех деятелей, ну, большинство людей, которые... И они еще добрые люди. Очень добрые люди. Мгм. А вот вы являетесь членом Нью-Йоркской академии наук. Как у вас это получилось? Что у вас за история? У меня получилось так, что когда в 95, 96, 97 года, как его, Запад нам усиленно нам помогал, чтобы мы быстрее перестроили нашу систему на их лад, то 3 раза приглашали нас как его, в Америку. Меня тогда ректор, я был проректором, ректором был Тохтамышев, нас приглашали в Америку. И как его, нас приглашали в штат Миннесоту. Зная, что я немецкий язык, они приглашали в штат Миннесоту, Миннеаполис город, и там мы посещали университет и посещали деревни, которые рядом в этом штате. И, оказывается, деревни там все чуть ли не немецкие. Там немецкие дома, чуть ли говорят немецко-полуголландски, полунемецки они говорят. И вот там я с ними и они мне оттуда, как его, вот в этом университете они меня подали на Нью-Йоркскую академию и получили за меня, сами заплатили, сами за меня получили все документы, потому что я помогал им, как его, разбираться с программами. Ну, то есть они нам помогали разбираться с программами, как перестроить наше образование. У меня тут сразу появился вопрос, он касается вот ваших иностранных коллег. Вот в бытность человеком, который пишет, работает над тематикой, Атила является кыргызом, предок кыргызов. Встречали ли вы какое-то ярое сопротивление от иностранных коллег? Я прямого сопротивления не встречал, я встречал только одно сопротивление от казахской стороны. Казахи говорят, что Атила наш, ну, я не сопротивляюсь, ваш, наш, вы тоже наши братья. Мы считаемся кыргыз-казах биртуган у нас есть. Кыргыз-казах биртуган. Это есть у нас. И языки у нас похожи, и все похоже. И даже как его в этой канонической истории, не в той, которую придумали сейчас они или другие, канонической истории, то есть история, которая является ближе к истине, мы происходим от древних кыргызов. А древних кыргызы происходят от гуннов. То есть мы произошли в XIV веке, разделились на казахов и кыргызов в XIV веке. То есть здесь мы не должны друг с другом, просто их задевает, что слово «кыргыз» у нас осталось, этноним, а у них не остался. Вот они вот их задевают. Но я думаю, от них я встречал сопротивление. Больше ни от кого, ни от одного человека я сопротивления не встречал. Что это неправильно, туда-сюда не встречал. Никто, никогда. Наоборот, поддерживает. То есть западный весь научный мир согласен Да, и поддерживает да. ваши идеи. А на чем строится аргументация критики казахской стороны? Ну, аргументация критики казахской стороны строится, что как его, эти гунны, это большая часть кыпчаки, мы кыпчаки, значит, Атила наш. Ну, то есть, как помимо этого аспекта других основных нет, да? Понятно. Ну, мы должны, да, подчеркнуть, что и кыргызы, и казахи происходят от единого предка, поэтому гун, в том числе Атила, является достоянием нескольких народов, в том числе казахов и кыргызов. Надеюсь, что на этом вопросе полемика и споры прекратятся, а может быть и хорошо, что она продолжается, потому что таким образом мы проявляем интерес к Атиле и гунскому народу. Также, ребят, напоминаю, что на канале, вот на вот этом канале, сейчас здесь вы видите ссылку, вы можете посмотреть целую серию лекций от Мангельди Ага, в котором он раскрывает историю Атилы в деталях, очень подробно, живо, интересно. Обязательно рекомендую познакомиться с этой серией. Я просмотрел ее буквально там за несколько дней, съел эти лекции, очень интересные и достойны вашего внимания. Так, у нас подходит к концу наша беседа.
Ага, поэтому я хотел бы предоставить вам заключительное слово, возможно, те мысли, которые вы хотели бы сказать напоследок. Пожалуйста. Ну, напоследок я что хочу сказать. То, что э, вот я высказал о наших предках, об Атиле, о гуннах, о том, что дух гуннов сохраняется и у нас сегодня, что мы все, как и являемся такими же людьми, как и гунны, и такими самопожертвенными людьми. То есть кыргызы народ такой очень и добросердечный, и законопослушный, и в то же время он такой резкий, он стоит за справедливость, за порядок, за чтобы все было хорошо, чтобы слабых не обижали. То есть такие вещи мы сегодня с вами рассмотрели. Я думаю, что я хотел бы сказать? Я хотел бы, чтобы мы в нашей повседневной деятельности, особенно старшее поколение, да и власть имущие, чтобы могли как-то распространить эту не мою, а эту нашу общую идею о том, что гунны, наши предки, и Атила, это и великий кыргыз, и наш предок, чтобы это нам принесло бы большое бы, как бы, такое вот не самоудовлетворение, а нам принесло бы самоуважение. В самом деле, почему мы должны забывать? Вот это мы не должны забывать никогда. И для этого, я думаю, надо, во-первых, провести соответствующую научную конференцию, чтобы на этой конференции было принято решение о том, что гунны – это прямые предки всех тюркских народов, в том числе кыргызов, в первую очередь. Во-вторых, чтобы Атилу мы признали нашим предком, чтобы никто его у нас не оспаривал. В-третьих, мы должны создать музей гуннологии здесь, в Бишкеке. И в-четвертых, мы должны поставить памятник Атиле. Если даже не будет сопротивления, ну, Атила же предок всех тюркских народов, хотя бы к великому тюрку. Мы ставим же памятники другим великим людям. Почему бы Атиле не поставить? И было бы очень хорошо в этом аспекте, когда мы памятник поставили. Это было бы большое нам для нас самих, для нашей истории и для наших последующих поколений, которые будут после нас. Спасибо большое за беседу. С вами был Амангельды Тутбалаев, человек, который написал книгу о гуннах, и в скором времени, дай бог, вы сможете прочитать, увидеть ее не только на кыргызском и русском языках, но уже на иностранных языках, так как ее буквально сегодня вы мне показали перевод на немецкий язык, что говорит об уровне внимания, отношения западных и иностранных ученых к этой тематике.